Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас мы находимся в здании детской школы искусств. И сегодня выпуск у нас будет посвящен музыке. И не просто, а оркестровой музыке. Потому что сегодня мы познакомимся с вами с деятельностью филармонии Якутии. Друзья, ну а сейчас, прежде чем мы начнем, хотелось бы вас поближе познакомить с Государственной филармонией. И давайте представим нашу героиню Кюней Габышева, администратор Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Кюней, ну, я думаю, можно рассказать про саму филармонию и, конечно, показать, как она устроена. Да, здравствуйте, Руслан. Мы очень рады приветствовать вас в нашей филармонии. Наша филармония, она действует с 2011 года. Совсем юный коллектив у нас. И вот недавно у нас появился еще симфонический хор филармонии Якутии отдельно. Давайте начнем, наверное, экскурсию небольшую отсюда. Здесь у нас базируются артисты симфонического хора в количестве 37 человек у нас в хоре выступает. Сейчас у них репетиция в Римской католической церкви, их нет, но зал у нас здесь не акустический, да, сами понимаете, немножко вот в тесноте сидим. Вот так вот. Здесь вот их пульты, и вот как вот они все стоят у нас по рядам, вот так же и расположены стулья и пульты, получается. Дальше мы можем пройти уже в левое крыло наше здесь дальше. И первое, что нас встречает, это репетиторий нашего оркестра симфонического, 110-й кабинет. Давайте пройдем. Здесь у нас проходят наши репетиции как симфонического, так и духового оркестров, и также наших ансамблей разных музыкальных составов. А здесь у нас сердце, где хранятся музыкальные инструменты, которые требуют повышенной такого внимания. Да? Вот у нас здесь хранятся контрабасы, струнные инструменты, которые вот нужны специальные вот условия. Кстати, да. Ну, особенно в Якутске такой сухой воздух, особенно зимой, да? Да, здесь это особенно, да, особенно важно. Поэтому, да, у нас здесь увлажнители работают, и поэтому у нас вот здесь хранятся все инструменты. Здесь в самом коридоре у нас размещены афиши. Это первые афиши, которые вот коллективы филармонии выступали в именитых залах Российской Федерации. Здесь у нас в 115-м кабинете, это кабинет у нас дирижеров, инспекторов, оркестров. Здесь также хранятся наши музыкальные инструменты. Вот. Здесь все видно. И пройдемте дальше. Ну и, конечно же, нотная библиотека. Давайте пройдем. Здесь у нас большой архив нотных материалов. От классики до популярных произведений из мультфильмов, фильмов и так далее. Здесь у нас ведется активная работа. Но видите, у нас тут все заархивировано, тоже все по буквам, как вот в настоящей действительно библиотеке. Все, что нужно, вот Пучини, допустим, вот нашли партии и сыграли. Давайте дальше пройдем. Все нотные партии, да? Да. И далее у нас справа у нас тут есть карта. Это карта, да, карта, где вот филармония Якутия была с своими выступлениями. Да, мы можем здесь обратить внимание, что были мы не только в России, но и в других разных странах. Были во Франции, были в Китае, были в других вот городах и странах. Ну и администрация нашей филармонии. Здесь вот у нас встречает сначала касса филармонии Якутии. Мы все здесь находимся вместе, все отделы у нас работают сплоченно. Мы можем, вот отдел маркетинга у нас здесь находится слева. Справа у нас отдел планирования. Мы все здесь сплоченно вместе работаем. Также есть у нас отдел по виртуальному концертному залу, который позволяет посетить концерты филармонии не только в Якутске, но и присоединиться посредством онлайн и послушать наши концерты уже в сети. Особенно это актуально для северных регионов, да, для других регионов республики.
Также есть у нас 112 кабинет, где у нас отдыхают и базируются наши музыканты во время перерыва. Небольшой кабинет. Здесь также у нас хранятся нотные материалы, архивные. Вот у нас здесь тоже находятся. Ну, в целом в оркестре около 60 Да, в человек. оркестре больше 60 А это человек. комната отдыха? Это, можно сказать, да, комната отдыха, как и репетиторий тоже может быть, да, то есть у нас бывает, у нас не бывает, у нас есть отдельные ансамбли, которые вот могут здесь порепетировать. Да. А планируется ли расширение территории филармонии, где будет располагаться? Здесь нет, мы все очень ждем наш дом, который, вот, надеюсь, в скором времени откроется, и мы сможем там еще больше радовать наших слушателей и репетировать, творить. То есть он работать. скоро уже будет введен? Мы надеемся, да, очень надеемся. Так. Ага. Вот, и вот в левом крыле детской школы искусств по улице Ярославского, 27 находится филармония Якутии, которая созидает, творит и работает для наших прекрасных слушателей. Испытано на себе. Я этим занимаюсь уже 23 года. В филармонии я работаю со дня вообще открытия, с 2013 года, симфонический оркестр, 12-го. Ну вот, что-то в этом промежутке. Быть артистом филармонии – это честь, особенно нашей филармонии, потому что мы одни из самых молодых, и уже за такой маленький период времени мы сделали большие победы. И вот. Что, на ваш взгляд, самое главное для артиста оркестра? Быть в музыке, быть в моменте, обязательно проходить, чтобы музыка проходила через тебя, и не только во время концерта, даже во время вот репетиции. Вы сегодня это, мне даже кажется, что почувствуете на себе, когда вы подхватываете эту волну, вот нас здесь 80 человек, и вся эта музыка проходит через тебя, и потом на выходе вот что-то такое волшебное, невероятное. И так каждый раз. Но сейчас переходим к тому волнительному моменту, когда уже совсем скоро я себя испытаю в роли дирижера, друзья, да, сразу вот так вот. Давайте познакомимся. Максим Наговицын, дирижер филармонии. Здравствуйте. Максим, здравствуйте. Очень приятно видеть вас. Взаимно. Скажите, в чем задача дирижера? Ну, в целом, я думаю, все знают, но вот от вас, как от дирижера. Одним словом, конечно, очень сложно описать вообще задачу дирижера, потому что дирижер — это вообще в целом комплекс задач, я бы сказал. То есть это и организатор, это музыкальные идеи, да, то есть и плюс еще, конечно же, как вдохновитель, можно сказать. Ну, то есть очень много задач входит в дирижирование. Ну, вот сейчас мне предстоит поуправлять оркестром, да? Вот какой от вас совет, какой вы могли бы дать совет человеку, который собирается это сделать? Без теоретических знаний, кстати. Без теоретических знаний, но любовь к музыке. Выходите, получаете удовольствие. Мы, кстати, друзья, да, чтобы было еще сложнее, с Максимом решили сделать так. Сначала я просто без подготовки, да, попробую выйти к оркестру и продирижировать. Но хорошо, что это более-менее знакомое произведение. Это из «Щелкунчика», да? ПДД из «Щелкунчика». ПДД из «Щелкунчика». Вот. И в целом, я думаю, на свою память музыкальную надеюсь. На самом деле я сейчас волнуюсь, даже не могу подобрать слова. Ну а потом, если вдруг что-то пойдет не так, а что-то не так точно пойдет, то уже после небольшого инструктажа, да, то есть теоретического разбора с Максимом попробую сделать это еще раз. И, кстати, после просмотра примера, да, то есть я думаю, Максим покажет, как нужно, и я постараюсь это запомнить. Хорошо? Хорошо, давайте начнем. Давайте. Здравствуйте. Некоторых я знаю, знаком, но на самом деле я очень сильно волнуюсь, потому что на этом месте я никогда не находился как бы за дирижерским пультом, правильно? Да? О. Вот. А палочка будет какая-то? Или нет? Могу дать палочку. Есть палочка? Да, есть. Есть палочка. Просто я привык с палочкой. Вот. Значит, сейчас без подготовки я попробую как бы интуитивно
продирижировать. И я надеюсь в основном на ваш профессионализм. А в целом, вот, допустим, вы всегда смотрите на дирижера. Я думал, что типа, как бы одним глазом всегда. О, так. Это вот на удочку похоже, да, для подледной. Напойте, пожалуйста, начало. Та-та-да-да. Вот все. Так, как делать? Готовы, да? Вот так? Да, саус так. Так, правильно? Кто играет на клавишах? Эту песню я точно знаю, я могу даже спеть. Барабаны, поехали! Так, что себе? Это сюрприз, что ли? А дирижер может петь? Петь может, да? Все, спасибо. Спасибо. Микрофон. Раз, два, три. Раз. Включить? Даже микрофон есть? О, раз, два, три. Ой, так подождите, у нас все пошло не по плану. Так, я думал, буду щелкунчика играть. И главное, вначале я еще думаю, как будто бы похоже. Ну, то есть щелкунчик просто... Я думаю, почему клавиши неправильно играют немножко, да? То есть, оказывается, это было небо. А давайте, да, ну, я попробую тогда, давайте еще. То же самое, просто сразу потом через 2 такта ударные начнутся и... или как правильно? Да. В общем, сориентируемся. 3, 4. Вступление, да. Мы с тобой гуляли вечером, да делать нечего. В городе, где солнце не сходит с неба, так весело. Твоя рука в моей руке, здесь слов не надо. Это высшая награда для парня из квартала. Нежный блеск твоих глаз, милая улыбка. Поцеловать тебя в губы, смелая попытка. Хотелось заменить те мгновения часами, и только небо следило молча за нами. Неужели мысли выше, мы взлетим с тобой в небо? Чуть побыстрее унесемся совсем далеко от всего, что так нелегко. Неужели мысли выше? Держи мою руку крепче и не отпускай, и не отпускай, не отпускай. Спасибо. Так, теперь я понял, что я не умею петь. Ну, я просто не разогрел голосовые связки. Так, а щелкунчиком мы будем? Сейчас будет щелкунчик. О, будет щелкунчик, хорошо. Большое спасибо. Давайте, большое огромное спасибо. Супер. Так, сейчас. Ой, я аж переволновался. Так. Спасибо. Так, да, правильно? Приготовились? Или так дирижер не говорит приготовились? Можно, можно. Можно? Просто руки пока. На арфу надо смотреть. А что будет? Так, арфа начинает, надо на арфу смотреть. Готовы, да?
правильно дирижируем. Это кто играет? Стоп, ладно. Я сдаюсь. Руслан, у вас прекрасно получилось. Нет, серьезно? Здорово. Классно. Я на самом деле почувствовал, что, скорее всего, не я управляю оркестром. Оркестром мной, то есть мне так классно. Здесь такой стереозвук. Ну, даже не стерео, это еще больше. Вот. Но я думаю, сейчас Максим расскажет, как нужно правильно, покажет. И потом я еще раз попробую. В первую очередь, конечно, нужно посмотреть на размер. То есть это вот 4 четверти. 4 четверти, это значит 4 доли в одном такте. Вот в этом. И получается, вы сейчас дирижировали на 2. Это получается раз, два, да? Получается, по половину только этого такта. А нужно раз, два, три, 4. То есть рука вниз, влево, вправо и вверх. И вверх. Ага. То есть каждое поднятие руки вверх, это уже означает начало нового такта. То есть... понял. А я поднимал наверх, Да. и получалось это как бы... Да, оркестр просто прекрасно знает это произведение, поэтому они смогли это все на 2 сыграть. А так, если бы по моим взмахам, то должны были в 2 раза быстрее играть. Да, по идее, да. Все, Да. понял. Вот. Так, значит, Та-та-та-та-там, та-дам. раз, Два, два, три. Нет, вот получается раз, два, 3 и 4. Раз, два, 3, И 4. Раз. Да, именно. Право, 4. Да. Все. Так, Да. Попробуйте. ой. Можем прямо начать с виолончелей. Да, то есть получается с раз, два, 3, 4. С 4-го такта, пожалуйста. Так, сейчас попробуем. Так, с Да, 4. и очень важно обращаться к музыкантам, которые начинают играть. Вот, например, здесь виолончели, да? Как вы узнаете, что это виолончель? Ну вот, здесь написано. Виолончель, И контрабас. и потом, да. Арфа, да? Не, арчи это струнные. Струнные? Арчи это струнные, да. Вот получается здесь. Давайте прямо с 4-го такта. Вот отсюда пойдем. Так. Побыстрее надо было, да? Да? Чуть-чуть можно. Ой, я аж вспотел так. Внимание. С 4-го такта. Да. Как вы... Подождите. А самый первый как делаем? Вот, смотрите, у вас же 4/4 такт, Раз. и очень важно показать последнюю долю предыдущего есть отсюда такта. начинаем? Получается, да. И... всё. А вторая рука не нужна? Левая рука, она как музыку может вести.
быстрее, да? Можете, да. Сейчас смотрите. Сейчас смотрите. Сейчас будут флейты и кларнеты вступать. И покажите. Покажите. Рано. Нормально. И сейчас гобои с фаготами. Вот, видите их? Вот они сидят и показали. И сейчас волторны вступает. Вон. И скрипки вступили. Но вы можете контролировать темп, чуть-чуть, если вы живее будете. Видите, как реагирует оркестр, да? А какая скорость правильно? Вот это вот более-менее. Вот хорошо. И сейчас смотрите. Дальше. Вот это вообще что? Спасибо. Да, это да, Смотрите. спасибо. Это слишком сложно уже. Вот сейчас, кстати, да, я почувствовал, что чем быстрее я, ну как бы... Зависит от вас, да? Да, Темп да, зависит вот. от вас, да. Контролируете себе. процесс вообще Правда, исполнения. волшебная палочка. Вот. Супер. А здесь, смотрите, здесь у нас написано «poco più mosso». Это на итальянском означает немного с движением, да, получается. Вот этот poco stringendo означает немножко вперед, ну, то есть в темпе, да, немножко подвинуть. Вот. Поскорее. да? Ну, тут совсем немножко нужно, да, поэтому Это вот не та часть, пугайтесь. которая... Просто здесь, видите, оно становится более таким я та 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 я, и тут гобой играет сольную part. Мне кажется, вот на той части, где я все время останавливаюсь, может быть, Максим, вы продолжите, покажете? Да. Потому что я там уже не освоил. То есть вот эту первую часть я еще знаю, эту мелодию, а следующая это часть вот это, да, произведение? Ну, она как бы Оно как серединка. середина. Да, Ага. серединка. И вот гобой. И вот скрипки. Слышите? И смотрите, ударные супа. И сейчас пробуйте. И вот эта левая рука, она как бы вот... И вот. И вот. И сейчас смотрите, вот так вот играю.
пламенетание на эту... И сейчас violonчели с контрабасами. Вот видите, да? И вот, купание. Ничего себе. Супер. Слушайте, действительно, ну, нет слов даже. То есть, вообще вот редко кто может услышать вот так вот, наверное, как дирижер, да, оркестр, который вот именно вот находится прямо здесь и сейчас прямо играет. Супер. Прям мурашки. Ну, большое вам спасибо. Я не знаю, что сказать. Супер. Кстати, хотелось узнать, а вот это получается идет не построчно, а вот полностью вот так, да? вот Для это дирижера. всё, да, То есть всё у дирижера полностью. это весь Да, оркестр. все. Ага. Все вот партии, каждый инструмент, вот получается, если начинать со струнных, вот скрипки первые, вторые, альты, виолончели, контрабасы, вон две арфы сидят, литавра, Покажите, посмотри. да, литавры, вон медные у нас сидят, то есть валторные трубы и тромбоны, и деревянные духовые. Флейта, пикколо, флейта, гобой, английский рожок, кларнеты, бас-кларнет тут есть, фаготы сидят. Вот, то есть вот каждая строчка это определенные люди, то есть определенное количество людей. Руслан, очень хорошо, что вы сегодня пришли и посмотрели нашу кухню. И, думаю, зрителям будет видно, вот, как сказал поэт, когда бы вы знали, из какого ссора растут цветы, не ведая стыда. Многие, когда видят, в каких условиях мы сейчас ежедневно репетируем, да, очень удивляются. Действительно, условия совершенно неподходящие, очень тесно, никакой акустики, душно, очень плохо как для музыкантов, так и для музыкальных инструментов. Да. Мы, конечно, очень благодарны детской школе искусств номер 1, с которой вот мы уже 15 лет, можно сказать, на этих площадях, на Ярославского 27, на половине первого этажа работаем, осуществляем свою деятельность, творим искусство. Ну а на сцене мы, конечно, как подлинные артисты дарим нашим зрителям красивое, прекрасное. И очень надеемся, что решение руководства нашей республики, главы республики Айсена Сергеевича о том, что в многофункциональном комплексе Арктический центр эпоса и искусств в будущем году, который должен быть введен, у нас будет акустический концертный зал, который, в общем-то, должен стать первым на Дальнем Востоке, соответствующими репетиториями, площадями для наших музыкантов, где могут репетировать, потому что вы сегодня-то были на общей сводной репетиции оркестра, а кроме этого есть еще и групповые, когда по видам инструментов отдельно занимаются или струнники, там, или кларнетисты, там, духовики и так далее. Есть еще и камерные у нас коллективы. Струнный ансамбль «Арко Артика», зрители наши тоже это знают, и духовой оркестр «Лена Рива Брас». Ну а сейчас мы находимся с вами в хоровом классе, тоже очень небольшое пространство, не очень соответствует, поэтому по возможности хор вот в данный момент они репетируют в Римско-католической церкви, акустика которого, конечно, который больше подходит для вокальной музыки. Ну, это традиционно в европейских традициях, вот каменные стены, высокие потолки. 19 октября у нас концерт, поэтому в соответствующих акустических условиях, в каких будет концерт, для них, конечно, очень важно, чтобы слышать самих себя, друг друга, хормейстера, для того, чтобы качество звучания было высоким, хорошим, да, и концерт был на высоком профессиональном уровне.
Радецкий марш. Так, Радецкий марш. Вы мне подсказываете, наверное, так очень хорошо? Самое важное вспомнить, да, в каком темпе будет. Вот тут написано, смотрите, вот резанный ключ, да, вроде бы на 4, но он резанный, то есть можно на 2 это держи. То есть я как бы здесь... Да. Та-да-да, та-да-да. Ага. В идеале. Как будто молоточком. Только с разных сторон. Так? Ага, все, понял. Так, внимание. И все же характер, да, сразу с характером. Вот такой, да? А все сразу начинают, все играют. Все начинают, да, все сразу начинают. Так, девушка, вы с нами? Нет? Куда пошла? Прекрати хождение. Да. Так, приготовились. Чуть быстрее, да? Можно быстрее. А теперь начните. Ага, спасибо. А теперь, да. Теперь подумай. Та-да-дам, та-да-дам, та-та-там, та-та-та-та-там, там, та-та-там, та-та-там. То есть, Помнили? Вы в голове вспоминаете. кстати, сложно. То есть обычно же мы ориентируемся на внешний источник, то есть на звук, да, на музыку, чтобы ритм. А тут надо себе, ну, внутри ритм держать. Это очень сложно. Да. Так. В том же темпе. Надо живее. Что делать надо? Так, приготовились. Спасибо. Вот сейчас смотрите, вы сделали, подложили свинью, так сказать, да, такую? Вот так сделали вот так вот, и потом хоп, Резко? хоп. Да. Нужно сразу, да? Та-да-дам, тот же- та-да-дам, тот же ритм. Тот же ритм обязательно. всё. И та-да-дам, та-да-дам, та-та-там, та-та-та-та-там. Так, я понял. Как сложно. Так. Приготовились. Дальше идет. И покажите пиано. Приходите пиано. Пиано. Один покажите. Не, пиано. Пиано это тише. И сейчас смотрите. Вот, пошли. И покажите вот так Спасибо огромное. Самое сложное это дирижеру это иметь свое чувство ритма. То есть у вас внутри должен быть свой ритм. Очень сложно. Я потому что хочу в ритм попасть, а вы медленнее делаете, я медленнее делаю. Мы попадаем в такую западню. Огромное спасибо. Вот. Но это еще не все. Мы сегодня еще попробуем себя, да, в роли... оркестр, ага. Да, уже в оркестре, но... Ну, мы можем как раз вот этот марш поиграть. Давайте. И там есть ударные, можно вот попробовать. Хорошо. А Сергей, на какой инструмент можно... Какой доверить можно инструмент? Самый простой инструмент. А? Большой барабан. Вот так вот? Давайте. Смотря или треугольник. Хорошо, спасибо большое. Так, Сергей, следующее испытание у меня, да? С передачей «Испытан на себе». Я буду на ударных. На каких и что самое главное нужно усвоить? Да, мы решили предложить вам в Радецком марше исполнить партию большого барабана.
Собственно, вот на ваш инструмент рабочий. Да. Ребята, дайте колотушку, пожалуйста. Вот. Это одна из колотушек. Конечно, они у нас есть разные, разных размеров, разной жесткости. Это сегодня будет ваша. Так, по партии. Получается, характерно для марша у нас размер 4/4, но так как марш достаточно подвижный, идет на 2. Это вот то, что вы с нами сделали. Да, это щелкунчики. То же самое, да? То есть дирижер будет, да, дирижировать та-та-там, пам-пам, 3-4, раз, 2, 3, 4 раз. Вот нижняя нота, это ваша нота. Сверху идет вот это вот нижняя. Это барабан, я должен ударять вот в эти моменты, да? Да. Сверху идет у нас партия малого барабана, выписана партитурой. А если по счету смотреть, как Это раз, два, раз, два, да. Раз. Вот это, да, это у нас четверть, так будет паузы. Раз, два, раз, два. Пауза. Раз, два, 4, раз, два, 3, 4. Здесь тут, тун, 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 тун. Ну, сейчас, я думаю, мы попробуем, и вы разберетесь. Хорошо. Так, ладно. Большой барабан готов. Да-да. Вроде. Удобнее было? Насколько сильно? Вот так. Да, я думаю, так будет достаточно. Сильно немного. Можно попробовать левой рукой, чтобы было удобнее. Можно придерживать барабан, чтобы он не гудел. Излишний, да. То есть звук. Потому что мы делаем демпфера специально. Вниз. Пам. А по музыке это парабам. Нет? Да, да. Пам. Та-да-там, та-та-там, пам-пам-пам. Так, постарайся. Прям рукой держу, да? Да, можно придерживать. Правильно? И сейчас повтор. Чуть медленнее берет дирижер. Надо играть по дирижеру. Здесь вперед. Браво! Кажется, запорол немного. Спасибо. На самом деле практически справились. Правильно, Все да? нормально, да. Ага. Ну, сложно. Здесь мне Сергей подсказывал, я ориентировался на его, да, палец. Потому что сложно вот так, ты когда находишься, ну, как бы одним глазом, да, всегда артист оркестра, он смотрит на дирижера. Это третьим глазом? Третьим глазом говорят. Давайте еще раз попробуем. Парные тарелки сыграют. Они дублируют. Да, партия большой барабан. одинаковая. Да, то же самое. А тарелки? Вот Василий. Василий. Так держу, вот так, да? Да. Да. О, Так, тогда надо поменяться, чтобы Вася туда на бобы сядь. так, Там Сергей, есть партия, тоже нет? будете подсказывать, да? Или... Их надо будет зажимать, нет? Ну, по идее, да. То есть там у нас задача иметь такое качество звука, правильный штрих. Конечно, поэтому мы где-то где надо глушим, где надо держим их дольше Как глушим? на себя. Вот так? Тжин, Да. тын, да. Ну, Но только поскольку темп будет у нас достаточно быстрый, это надо все-таки заниматься. Ну, в каком-то. То есть надо... Там, Ничего себе. там. Да, и можно будет потянуть оркестр назад. То есть мы можем сбить оркестр так. то есть да. То есть ударно это... Давайте.
Покажите, сразу Конечно. начинаем, да? Да, сразу. И... Вот, спасибо. Слушайте, друзья, но, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Государственную филармонию Республики Саха-Якутия за... Во-первых, вам большое спасибо за сюрприз, да, в виде... Я в первый раз услышал, как она звучит именно в исполнении симфонического оркестра, песня «Небо». Большое спасибо, хотелось бы выразить... Да, ну а во-вторых, конечно, мы, я думаю, сегодня в рамках нашей программы увидели, что это настоящее искусство, да, то есть очень много нюансов, очень много сложностей, и все зависит, конечно, от профессионализма самого участника оркестра или дирижера, да, то есть и у вас репетиции проходят ежедневно, да? Да. Вот почему. Вот именно только ежедневными репетициями можно, конечно, достичь высокого уровня. Хотелось бы поблагодарить еще раз филармонию, руководство. Большое спасибо за незабываемый опыт. Я сам тоже немножко музыкой увлекаюсь, поэтому для меня было сегодня просто шикарный опыт. Спасибо. Ну, это был проект «Испытываем в себе» на канале Якутия-24. До новых встреч. Пока. О, сейчас. И Финальный аккорд.